черепаха, ребята, сидит. Уже не первая. Я уже наблюдаю здесь. Греются. Дикие черепахи. Вот, если его видно. Сейчас попробую подойти. Но она испугается. Вон она голову уже вытащила. Видели? Не знаю, видно было, ребят, не видно. Черепашки. Ниндзя. Блин, охренеть. Чего только нету. Какой живности. Вот что значит южный регион. И уже все другое, все новое. Вылезли с утра погреться. Черепашки. Ну, пугливые. Вон лягушек, сука, жаб сидит. Ну, под этими корнями и змеи. Короче, все здесь есть. Вон жаба. Иди. И гадюки уже. Гадюку здоровую видел, такую нормальную. Черную. По рыбе тишина. Жарик бьет посередине. Ну, туда надо кидать далеко. Космастеры какие-нибудь есть, кстати? По жереху как раз работает блесна. Ну, набрасывать надо жестко. Так, думал, судачок, щучка какая. Жарко, наверное, уже. Черепахи, да, прикольно. Наблюдать, когда видишь только их где-то по телевизору, вживую. Тоже прикольно. Че, нету никакого судачка, что ли? Опа. Это у нас зацеп. Это, ребятки, зацеп. Ветка, вижу. Опа. Все, нормально. Работаем дальше. А вон еще черепаха. Здоровая, ребята, сидит. Сейчас подойдем. Это маленькая такая была. Блин, круто, ребята. Вот такая черепашка и мама сидела. Получается, мамаша. А вот тут живут они. Эту закрываем. А эту открываем. Вот так вот. Нормально. Друзья, доброе утро. Третий день моего приключения. Астраханская область. Река Ахтуба, ребята. Ну, район, не знаю. Плюс-минус река большая. Ну, неважно, возле деревни стоим. Есть небольшая связь. Правда, мои Теле2 не ловят МТС и Мегафон. Нормально. Позвонил сейчас домой. Все хорошо. Самое главное, это прям радует, потому что когда ты находишься очень далеко, переживаешь, и за тебя переживают. Когда позвонил, сказали, что все хорошо. Как у вас дела? Я говорю, у нас все хорошо. И это самое главное. Да, ребят, что, с утра покатался на лодке. Парни встали сегодня в 4 утра, постояли утрянку, я не вставал. Спал до 6 утра, пацаны отстояли. Попадались подлещики, подъязики, лещи. Все-все, ну, кроме сазана, ребята. Лещи прям такие более-менее. Даже Саночка в садок одного кинул, что ли. Вот рыба подошла на прикормку. Ну, не сазан, мать его. Даже не карась. Вот. Саныч спит. Братулец у меня там, на своем месте, под зонтом. Уже тоже, смотрю, начинает чудить. Уже сделал нарезку. Поймал подлещика, нарезал его и сделал закидушку, 3 крючка, в общем, кинул. Потому что бывает, что и судак вот попадается на нарезку.
Ну, короче, тяжко, ребят, с рыбалкой. Вчера ночью 2 сазана. У меня очень огромный, хороший. Не знаю, как там видно его, не видно было. Сход лоханулся. Не моя палка, не не моя катушка. И немножко затроил. В общем, фрикцион не успел вовремя отдать. Ну, братулец поймал. Кило на 2 в садке лежит. Вот. То бишь сутки, ребята, у нас получается 2-3 часа рыбалки всего лишь. Днем вообще ничего. Стоит жара и как бы, не знаю. Уже не знаю, как бы, что делать. Ладно, что. Приплыл на лагерь. Сейчас согрею поесть. Перекусим. Что-то будем делать. 3-й день, ребята. Ну, позавчера мы заехали, было тяжко. Вчера более-менее так раскачались. Что-то уже тут разобрали лагерь, что-то такое. Вот. Покормили немножко. Сегодня покормим. А да, может поклюет, ребят, что. Переезжать нет смысла куда-то. Потому что звонили 100 километров, ребята, дальше, выше по течению. Там тоже есть точка у Паши. И у него там есть знакомый, который там держит базу. Такая же ситуация. Жарко, не клюет. Такие дела, ребятки. Так что, ну, как есть, на что потом поделать. Да, Астрахань, ну, область. Да, рыбы валом, да. Ну, не клюет, ребят. Жара. Ничего не поделать. От этого никто не застрахован. Это не магазин приехать нахапать рыбы. Вот. Ну, на покушать ловится, и то хорошо. А так прикольно, что, прикольно. Все равно что-то новенькое. Для себя это тоже приятно. Где у нас газ? Газ. А? Не перенасаживал? Перенасаживал. Так, а что на завтрак будет, ребята? Гречка. Жаркое со свининой. Пирог говяжий. Куриная грудка с овощами. Том-ям. Куриная грудка с овощами. Давайте, да? Нормально будет. Саныч, что, нормально? Он, походу, ночью пасту, короче, баланезы, и он не грел. А там же соус. Че? Я смотрю, пакет валяет. Где греть надо, а он ее съел. Ну, Саныч дает. Живой. Это самое главное. Что-то там тихо, да? Одна покровка была сейчас. Дернула так резко и все. И на нарезку тоже раздернул. Не засеклась. Как ушел муж.
А кусок вообще нарезки не будет, наверное, пробовать. Чисто к судака. Сом. Прикольно, слушай. Так, друзья, ну что, покушали, позавтракали. Курица, кстати, очень прикольная получилась. Не получилась, ну, вкусная. Вот вчера замочили горох. Сейчас мы его будем запаривать. Поставили на плиту. Сейчас закипятится. И оставим, короче, он набухнет, наварится. Будем кормить горохом. Братулец говорит, что, ну, здесь никогда такими прикормками никто не кормит. Понятное дело, что, во-первых, это дорого. А горох как бы дешево и сердито. И сазан здесь привыкший на горох, кстати. Вот. Это немаловажно, кстати. Сейчас я сделаю прикормку, сделаю шарики. Братулец он пришел. Ходит, суетится, как обычно. Все моет, чистит. И, наверное, сделаем удочки на нарезку, на судачка. Тоже добавим, пускай стоят. Выбора нету нам, все равно что-то делать, рыбачить. Так что такие дела. Как-то оно так. Солнышко поднимается. Сейчас постираемся, помоемся. Ну, в общем, все как нужно. Как и должно быть. Не унываем, как говорится, ребят. Не унываем. А кто это принимает солнечные ванны? Это Андрюшка. Постирались, помылись. Когда еще накупаешься так? У нас в этом году лета вообще нету. Хоть покупаемся, позагораем. Сегодня чисто по гороху. Вот они, горох, смотри, какой. Это у нас тигр, тигровый орех, нут. О, хоть бы сам ел, да, Саныч? Такая бы каша получилась. Красота. С запашком. Да, вообще отлично. 4 килограмма. 4 кило в пакете? Да. Ложечку гороха. Давай тут бодяж. Сапухи тоже кинем? Да я думаю, что может не надо. Ну, Глины не побольше. смысл ее вымывать. Глины побольше кинем. Да? И сделаем там, чтобы вот он лежал, его размывало. Нет, сапуху для клеечки кинем пачку. Не? Она для клеечки глин пойдет, брат. Давай попробуем так. Пусть он подольше там потусуется. Ну давай кукурузу. Ой, горох, сыпай. Ничего, что Засыпай горячий? его весь. Конечно, пускай горячий. А ничего, что это не разъест? Нет, ну ты сейчас с ума сошел. Ну, не такая же температура. О, Сейчас еще надо запаривать кукурузу. Сам бы ел. да не говори, бля. Кормим. Хоть самому Сейчас ныряй туда. много надо, много глин.
Давай, давай. Горячий. Нормально. Все, воды не надо больше. Да, да, да. Отлично. Вот такие красавчики, ребята, у нас сегодня получились. Вчера 2 закорма делали. Первый неправильно мы сделали, очень много это прикормки насыпали и мало глины. Оставили, и они начали лопаться у нас почему-то. Пересохли, да, жара. Ну, подсохнуть надо, чтобы корочка такая получилась, и они более тверже станут. Вот сегодня у нас получается чисто бобовые вещи, которые любит сазан. У нас там еще, конечно, есть на замес. Кукурузу уже замачивать поставили. На парочку, да, раз. Ну и все как раз. Так что вот. Ну и в общем не знаю. Вот вчера вот там стрельнуло и вот там стрельнуло. Здесь мы кормили. Тишина. Вот как это понять, я не знаю. Вот не угадаешь. Ну и опять же вот 2-3 поклевки, грубо говоря. Все, ждем и ждешь. Днем делать нечего. Жара не клюет. Не, ну какую-нибудь мелочевку-то дергать может, а зачем? Ну она не нужна нам, да. Да, чем мы ехать не за ней же. Так что клюет рыба, ну. Нам нужен сазан. Ну, мы за сазаном, да. Ну, чего ты ночью хороший стрель? Так-то он поехал, он чухольник и началось. Вон она. Зачем она? Ну да, кишит. Такие дела. А в область, удочку закинуть, обловишь что-то. Да. А вот сюда, в том году приплывал лодка там с семьей. Они на удочку на плавах сядь Ну, с лобу одной. нельзя сейчас запретили. Лобу нельзя, да. Я не знаю, запрет есть или нет. Есть, да. Есть, да. В том году было. Все астраханцы были в шоке, когда сделали на воблу запрет, блин. Чухонь можно, лобу. Ты чай поставил, Саныч? Нет, минимал. Чайник надо мыть. Да, аж Все Ладно. воды привезем. Чайку казахстанского сейчас охота. привезем 5 литруху. Ну и все, ништяк. Ну, получается 25 шаров плюс-минус 30. Нормально закинем. Ну и вечером еще потом замешаем. Сегодня вечерочек, ветерок А ты замочил? поприятнее. Прохладнее. Кукурузу горох. Да. Да. Поприятнее сегодня, да, Саныч? Не Чё? вздыхаешь. Ну. Вчера вообще жестко было, блин. Ох. Вот такие, ребята, наши будни. Такие дела. В парке купаются. Чего? Салам алейкум, говорю. Всегда все, они пустые все. Я знаю. А те ты вообще не меняли. Менял я, да? А на какую попался? Вот, На эту? вот, да. Ну там стоял этот, пелец. Карась попался, ребят, с подъезд. Ну сейчас пелится, тогда зарядим еще. Сейчас зарядим. Головлик попался с карасем, ребят. На пелец. На пелец, пелец. Сейчас туда мы зарядим. Хотим поставить на судака. Вот. И соответственно клюет на вот эту штуку. Паша, говорит, вообще, говорит, ничего не насаживает. Ну, как обычно, на жмых-то и рыбачит, по идее. Неудобно, конечно, маленько насаживать. Вот так. Ну ничего. Можно. О, видите, какая штучка получается. Ебать, мне 130, такая хуйня тебе сейчас да на уклюйте, блядь.
Санычем весело, кстати. Веселый мужичок. Ой. Поймали, не поймали. Главное нам поймать. Вот так вот. Пойдет? Пойдет. О, тут приямок-то оказывается. Вот оно что, блядь. Вот оно что. Тут на метр больше. Так. Походу поклевка. Рыбачить. Давай. Брат, делай вещи. Ну да, слушай, снесло. О, конца к берегу. Есть. Конец не видит. Вот идиот. Карась. Карась. Бухова. Нормальный карасик. Да, он жарит. Пойдет. Скажи, вот как он рыбу хочет поймать, если он не рыбачит. Карасичек. Пойдет, ребятки. Что-то как-то странно у него лодка идет. Такой угол мотора неправильный. Такого водоизмещения большое, не знаю, почему так. Мотор 5 или 6. Там что-то чувствуется, аж прохваты идут, да. Братульца, что ли, поклевка? Чего? Как? Надо сидеть. Че, поклевка? Да ты посмотри где. Знаешь, сказал, и затащил. Смотри, где ты. Ох, нифига себе. А был вон там был. Провод, знаешь, сколько он тут бился? А мы сидим там. А теперь пробуем. Вот он тут где-то в кустах. Ну, заходи. Да, я вижу. Вижу, что в зацепе, братан. Тут дрова такие, что мама родная, блядь. И змеи, блядь. Ё-моё. А пока непонятно. Походу нету никого. Сейчас, подожди. Не могу понять. А, еще дальше. Подмотай леску чуть.
Не чувствую, что тут рыба. А, нет, рыба есть. Рыба! Давай сюда на помощь. Хорошая, слышишь? О, вон он, вон здесь. На этом... Саныч, бегом давай, блядь. Ну такой нормальный, слышь, вроде бьется хорошо. Вот за этот куст зацепился. Вон здесь. Здесь. Давай, давай, Саныч, греби. Пошел, сазан, пошел. Дождались. Давай, Саныч. Эвакуацию делаем. Я чувствую, бьется. Я его взял. Да, я попробую. Ну, тихо, тихо. Бьет сильно, Да. как не оторвал бы. Дай, подсачник, дай сюда. Ух. Я его с губы вырвал, понял? Так проще бы было. Пиздец. Сейчас отцеплю, подотяни. Жалко, нет этих кормушек больше. Подотяни леску. Не вижу. Мы сделали троем. Ну такой нормальный, полторашка, слушай. Побольше. Побольше. Сам знаешь, килограмм 250 рублей. Вот тут свальчик хороший, слышишь? Да. Вот тут прям нормально. Вот здесь вот прям чувствуется. Да, да, да. Вон, смотри. Оп, оп, и пошел, бля. Он и свой дом и ломился сюда, когда клюнул, он отсюда вышел, он тут тупил. Давайте сюда, я туда пойду. Долго, недолго, ребят. Ну, общими усилиями взяли сазанчика. Килограмма на 2. Ну вот, смотрите, днем поклевка. Караси сейчас попадаются. Налаживается? А? Налаживается все, ребят, налаживается. Это хорошо. Так и должно быть. Так что все огонь. Да, заводит сразу, зараза. Моментально. Чуть где прозевал и все. Там уже все. Ну чисто на жмых ничего не подсаживаем уже. Потому что мелочь не дает, он виснет. Она нафиг не нужна. Нам нужна вот эта рыбка. Мы за ней приехали. Бойлы, ребята, нахрен. Всякие пенопласты нахрен. Будем рыбачить конкретно на жмых. Как это и должно быть. Херней заниматься не стоит. Вот так вот будет обсасывать и сюда ходить. Вон, наряд. Ага, на нарезочку, да? Пойдет. Подлещик. Сань, возьми этот пол туда. Ну все, пошел за корм. Подальше. Да, да. Ну, сейчас зарядим, ребят. Ребят, кушаю жареного карася и хотел бы показать. Вот делали надрезы.
Вот, по периметру. Видите, вот идет прожарка. Вот. Остается позвонок. И вот мясо. Мясо, ребят, она без костей. Без маленьких. Ну, есть там плюс-минус. Вот, не прожарилась. А вот такая косточка, она прожаривается. Ну, я спокойно ем. Ну что? Так что делайте, ребята. Делайте. Боевая тревога, братцы. Че, брат, здоровый? Запогрелся, блин. Не пугай, не пугай, хороший. Подводи потихоньку. Да. Фрикцион, брат, сделай. Блять, ну шумный водой, брат, встань, я сейчас подведу сам. Опусти воду, подсак. Хороший. Брат, не в этом и в рот, ты положи его просто в воду. Подожди, он подсачник подвел, брат. Так ебать, кто ж ковыряет? Его просто в воду положи, я сам заведу. Хороший, да. О, вот это сазанчик. Отличный. Только клюнул, ебать. Как его не успел. Такой уже красавчик. Ставим крючком, что забавляется, как шел неровно, ебать. Угу. За спину. Такой уже ближе к стрёмному. Это да, трешечка есть. Брать. А ты снимал? Ты где? Естественно. А? Ну конечно, что-то лбу-то у меня. О, а я улыбался очень сильно. Подсакнул, просто пипец. Подожди. О, пизда нахуй. Все, пизда. Сломался нахуй. Там у нас второй есть, братан, подсак. Видел, работает палка одна. Да. Вот эта палка рабочая прям, но. Фу, бля. Ну, сазанчик есть что. Отлично. Пашок нервничает. Че нервничать? Не надо нервничать. Все мы не без греха, как говорится. Опа! Так, стоять неудобно. Чутка. Поехали. Ну вот, еще сазанчик в копилку, ребят. Шатер у нас улетел. Все переломало. Такой порыв колышки поломало, охренеть. Не унывать. Работаем. Карасик. Нормальный такой карасик. Я бы сказал, даже хороший. Возьмем на жарку. Такой. Оп. Тихо, тихо, братик, тихо. Он какой. Красавчики. Это невозможно, ребят, просто. Вода настолько теплая, что, знаете, тут привыкать даже не надо.
то обычно вот заходишь, ух, холодно. А тут просто залетаешь с лета и все. Капец вообще. Ну что, слушай, маховочки перекинул, карасик попался, сазанчика взяли. Нормально, хорошо. Шатер только дернул, Коля все поломала. Сейчас немножко налаживаемся. Ну вот как-то так. Чё. Я не знаю, ребят, что делать. Я просто не вывожу, отвечаю. Такую жару это не мое. Я лучше кофточку приодену и буду кайфовать, как возле костерка. Это не мое, ребят, я не южанин, значит. Хотя солнце люблю, но здесь его очень много. Пиздец, бля. Так, братва, ну что, время уже к вечеру. Как к вечеру? Сколько? 4 часа, наверное. Ну да, 15:57. Решил связать продольник. Такой импровизированный. Поставлю на нарезку на куски рыбы. Вот, может сом, судак, не знаю. Есть веревка, есть поводки. Нашел там по берегу кирпич. Есть бутылка, поплавок. Давайте попробуем. Погнали. Так, ребят, есть веревочка. Получается. Как сделать? На дно его уронить или не на дно? Наверное, на дно. Да. Лучше на дно. В конце будет груз. Ну, в данном случае это у нас кормушка. Опа, стоять. Короче, и вот такие поводочки. Вот я с дома брал, уже готовые. Сейчас что-нибудь придумаем. Как раз вот леска 0,5, хороший крючок. Такой карповый, серьезный. Поводок, конечно, коротенький, ну ладно, я думаю, Не ничего страшного. Ничего страшного. Развязывать? Как это нет? Нормально вроде узел. Короче, сейчас свяжу, ребят, и покажу, что получилось. И вот здесь у нас место есть. Поставлю. Пускай стоит. Да. Поехали. Развязываются. Ну, толстая леска. Может, и плохо связалась. Саныч у нас, как обычно, в кустах спит. Братулец что-то ходит постоянно. Короче, все чем-то занимаются. Так что так. Будем пробовать брать сама. Я, конечно, взял крючки большие. Но уже связаны. Я думаю, 0,5 леска, я думаю, нормально будет. Выдержит. Сейманка какой. Ну а на основной будет у нас получается веревка. Такие дела. Все, поперли. Так, это сделаем на бутылку. Хватит. Вот так вот. Все. Это сейчас мы тут все привяжем. Это у нас туда. А так получается, что буду делать.
петля. Вот, и получается поводочек. То бишь петля петлю буду заводить. Сколько крючков сделать, не знаю пока, ребят. Сейчас пока подумаю. Так, раз, два. Так, у нас там... Брат, подвязкой не убирай, сейчас резать буду. Подлещиков не убирай. Ну, штук 10 надо сделать. Два. То бишь 10, ну, короче, метров 10-15 будет у нас продольник. Небольшой. И... 4. Короче, вот так, ребят. 5 и так далее. Ну и что же? Хапали, да? Ну конечно, когда он на крючке сидел. Так, даже куда-то положить будет. Так, ребят, ну что, где-то в этой локации поставим продольничек. Я думаю, глубины здесь нормально хватит. Сейчас как раз покажу, как можно продольник в одного поставить. Быстро и легко. Поближе, наверное, чуть. Вот так вот. Так, кидаем груз и одновременно якорь. О, все, встали. Сейчас привяжусь. Все. Нас держит якоречек. Якорек. Короче, собрал, ребят, как собрал. Бутылку использую как... В общем, сейчас надо его затянуть, и бутылочка нам в этом поможет. Набираем немножко воды. Вот столько хватит. Вот, напахало, намотал. Вот, тут застежечка будет. Подгрузила. Ну, сюда же мы, наверное, и зацепим еще и поводок. Лишним не будет. Так, давайте, друзья, распутывайтесь. О, красавчик, не выделывался. Петля в петлю, запустим. Вот так, раз. Вот так, затянули. Все, отлично. Так, это у нас будет первый поводок, ребята. И сейчас сюда мы затянем наш, как сказать, в общем, будет затягивать все это дело. Вот так сделаем, чтобы она затянула чуть-чуть. Ага, есть. И будем насаживать уже. Погнали. Нарезочка у нас есть лещ. Хвостик такой вкусный. Надо по хребту пробивать, чтобы держался хорошо. Вот так. Ага, первый есть. Ну вот его отправляем, ребята. И у нас он получается
Блин, размоталось все. Будет стягивать все. Так, вторая петля. Достаем поводок. Одеваем поводочек. Поводки короткие, ребят. Надо подлинничать на продольник, конечно. Соковать, чтобы потом, если что, крупная рыба. Ну, это, говорю, так, импровизация. Конечно, все это на карабинах, на застежках делается. Когда я вяжу продольники, у меня все на застежках. Поводки застегиваю, их снимаю. Здесь вот так, как бы, будет у нас. Пошла нарезочка. Тоже куда-то в хрящик желательно пробить. Опа. Чтоб держалось, ребят. Хорошо. Понятно, да, дело? А желательно даже в 2 раза пробить. Это нарезка у нас получается. Что-то не нравится мне, нифига. Этот кусочек. Вот, классный кусочек. Вот сюда мы его в хрящ пробиваем. Будет нормально. Ехаем дальше. И вот таким макаром, ребят, сейчас будем спускать наш продольник. Очередная петля. Очередной крючок. Все запутано, конечно, но сейчас мы тут, я думаю, разберемся. Поводки уже готовые были. Дома делал. С толстой лески. Я думаю, на сазана вот сюда такие вот поводочки на донке самый то. Видите, на жмыховке рыбачим. Что они, думаю, будут лежать? Мы их сюда замутим. Ну, такой одноразовый будет продольник. Ну, посмотрим. Все, затянули. В общем, вот так, ребят, сейчас буду запускать. Так, под хребет, видите, чтобы держалось хорошо. И отпускаем. Такие дела. Потом дальше все покажу. Водочку помоем. Все будет ништяк. Ребят, местные походу ловят сазанчик. Башка какая. Отрезали. Выкинули. Готовят. Самы съедят. Так, ну что, перезабрасываемся. Да пойдем кушать. Парни там поставили уже плов греться. Пакеты, конечно, выручают. Так, если разобраться. Ох, тут зацепил, что ли. Ё-моё, блин, а. Печально. Стянуло. А, ветки попались из-за этого, наверное. На вот эту и на ту не поймаем ни одну, как говорится. Так, вот, разбираемся. Разбираемся, где тут запуталось. Насаживаемся и полетели дальше. Ёк-макарёк. А тут, ребят, походу рыбка. Все у берега.
Подтянуло. Так, там мы заберем. Там вообще все. Ну да, кто-то есть. Опа. Кто это у нас? Сазанчик. Сазанчик, красавчик. Небольшой, ребят. Пацанчик. Ой, какой красавчик. Ну, небольшой. Тихо. Тихо, братуха, тихо. Вон он, ребята. А вырастает там монстром. Попался, да, дружок? Ладно. Тебе волю дадим. Давай, бродяга. Пошел домой. За дедом. Вот так вот, ребятки, ловим. Потихоньку начинает получаться. Это радует. Это радует, ребята. Опа. Так. Чё, какого? Клубнички? Клубнички. Все. Ничего не насаживаю, ребят. Просто в ноль. Ставим и все. Красавчик. Опа. Раз. Отлично. Еще молодые все сидят там. Ну вот, 2006. 25 минут. Обувь какая? Я скажу вам, зачем я с тобой накрыла, если это шапка? Подул 2 раза, связала все вместе, закрылку зацепила, осталась самим, что красиво. С собой, связала с собой, закрыла. С собой накрыла там или закрыла? Закрыла. И подумали, очень красиво. Тише написали, я прошу. Паутина. Может быть паутина. Нет, хорошо, но здесь не Так, будет. мы на самом- Да. Может быть. Больше вообще тем. Ехаем. Оп. Поехали. Раз. Опа. Все нормально. Что такое, бля? Травушка, муравушка. Ну все, порядочек. Зарядились. Ждем вечера. Посмотрим. Сегодня днем, кстати, сазанчик поклевал. Блин, может быть и вечером будет что-то интересное, ребята. Солнышко зашло наконец-то. Ух, ё-моё. Бодают, ребята. Тут ободнул. Пришел братульцу здесь. Пришел братульцу здесь в гости. О, брат. Есть, да? Даешь карася?
Сазанчик. Сазанчик? Ништяк. Так, у нас пасачника нет. Ладно. Так, заберем так. Там небольшой. Если это он вообще. Не пойму как. Только маленький. Небольшой, да? Карась, что вообще не понять тебе. Не понять. Карасик, брат. Не, сазанчик. А, сазанчик, да. Что делать с ним? Да, такая. Ждем побольше. Он всосал, как смотри, хорошо. Ого. Хорошо всосал. Угу. Вот такой, ребят. Грамм 600. Красавчик. Красавчик какой. Ох, бродяга. Ну давай, друг. Ползи домой. Ну да. Ну, может быть. Пошла возня, Может быть. походу. И вот опять краем, ты понимаешь? Да, слушай, вот эта палка у тебя работает вообще. Он жмых даже нормальный. А я же только. Я следующий раз вот ночные. буду втыкать. Да, разберусь. Да я не Еще. Есть. Вот так вот, ребятки, как-то оно делается. Да, по кайфу, ребята. Честно сказать, ну, тяжко от жары. Но свое время тоже, как-то, знаете, прикольно. Тоже такое райское местечко интересное. Рыбка здесь есть. Рыбка разная есть. Нужно ловить, просто уметь. По-своему ловить. Да вообще нормально. Я очень рад, что здесь оказался и рыбачу сейчас в данный момент. И всем желаю, ребят, также куда-нибудь съездить. В какие-нибудь дали. Можно на север, можно на юг, а можно на восток. Везде своя природа, ребята, везде свой кайф, свое понимание. Ладно. Сейчас пару забросов, ребята, и ночные буду ставить уже к сумеркам. Ну, ночной жмых, я имею в виду, он дольше стоит. Такие дела. Да пойдет нормально. Тяжко, далеко, но круто. Своя природа, своя рыбалка. Что за ты песню, братан, поешь? Хуй знает, где кто слышал. А? Не знаю, где кто слышал. Какая-то старая? Да? Да не, ну, да, типа такого. Опачки. Опачки, чечепочки. Сейчас мы тут постелимся, а потом разложимся. Так вот. Так, друзья, ну что у нас? Все. В принципе, как будто бы все заряжено. Время 20.
1:40. Потемнело. Тучки такие еще ходят. Третий день или какой уже? Четвертый? Третий день. Третий день, да, ребят. А может четвертый уже. Ну, у меня там вообще непонятные какие-то дни. Ладно. Зарядили, ребят, ночные жмыховки. Вот, они хоть стоят немножко. Ну и, в общем, расстилаемся потихоньку. Саныч у нас все-таки все на машине. Хотя предлагаем ему ложиться. Тут можно, если так по-хорошему, раздвинуться. Можно сюда раскладушку поставить. Палатка у нас есть. Ну, не хочет он в машине, как будто бы ему. Хотя, наверное, мучается. Да, тоже неудобно. Тут все равно на раскладушке. Ну, неудобно, но можно спать. А на машине, в машине-то вообще там так. Но у нас он приходит, потом отсыпается днем. Так что нормально, в общем. Вот, днем поклевал засранец. Братулец хорошего взял. Вот, караси сегодня были немножко. Так, в целом, непонятно опять. Вот сегодня днем немножко вышел. Вот. Поставил продольник. 12 крючков. Не знаю, завтра посмотрим, что у нас там будет. Будет, не будет вообще. Короче, так. Балласту, конечно, но днем что-то надо делать. Вот. Ну, все. Сейчас, в принципе, все слышно. Какой-то зазвенит. Полетели, побежали. А так все. Поваляемся. Горизонт. Дело такое. Вот. Как-то так будни, ребята, наши проходят. Что-то кушаем. Ну, жарко, да, днем жарко. Ничего не скажу. Тяжело вообще. Жара это не мое. Я не могу, конечно, ничего. Если что-то еще куда-то что-то делать, там что-то шевелиться, очень сложно. Жара, потому что очень мощная. Я не привык к такой жаре. Ну, хотя, в принципе, можно жить. Привыкаешь ко всему, как говорится. Подзагорели, позагорали, ребят, загарчиком могу похвастаться. Вон такой загарчик сегодня у нас. Братулец тоже хорошо позагорел. Как-то так, аккуратно, конечно, потому что такое солнце мощное, можно и сгореть. Температуру хапануть. Еще 2 дня будешь потом лежать, и все будет болеть. Так что, ну, все в меру, как говорится. Немножко постоял, потом оделся в джерсик, футболочку. Вот. Сегодня что-то мы ничего не готовили. Все на пакетах. Вот, завтра картошку сделаем. Что-нибудь поедим. Ну и рыбу, наверное, сделаем, да, брат? Пожарим сазанчика еще. Вот. Ну, как-то так, ребятки. Так что все хорошо. Отлично. Нормально. Вот сейчас вот вздыхаешь, конечно. Ну и хотя тоже жарко, ребят, поверьте, что градусов, наверное, 29, 20-30 стоит сейчас в тени. Ну, на солнце-то нет. В общем, ну, как-то ну так, ребят. Так что, кто собирается в такие края, будьте готовы. По сезону смотрите. Вот. И братулец у меня говорит, что вот осенью, да, вот как многие там едут на рыбалку, когда уже все спокойно. Братулец и в октябре в такую погоду попадал, и тоже было 40 градусов. Так что здесь как-то ну так. Ну все, будем отбиваться, ребят, что. Если что-то будет у нас поклевочки, включимся, а так будем отдыхать до завтра. Завтра новый день, новые движухи. Что-то опять будем кормить, опять будем что-то делать. Будем готовить, кушать, загорать, купаться, отдыхать, проверять продольники, пробовать ловить сазана. Нам больше ничего не интересно, как сазан. Белую рыбу можно ловить вообще жестко здесь, я так понимаю. Если что-то фидерком стать, можно вообще лупасить и изя, и леща. Все на свете, но нам интересен сазан. Как бы сюда приехали за сазаном и как бы как-то оно так. Вот. Ну все, ребятки, давайте. Спокойной ночи. До завтра, как говорится. Для вас, как говорится, одно мгновение, для нас целая ночь. Или конец очередной серии. Вот. Брат, скажи что-нибудь там пацанам. Он забалдел уже, короче. Сказать, я так расслаблен уже. Ну вот как раз и расскажи что-нибудь. Да все круто, что. Тяжело, но все круто на самом деле.
Дома потом будем вспоминать, да? Да, конечно. Как это все было, как это было тяжко, а потом на самом деле дома сидишь и как будто бы еще охота. Да не, Так уже оно не есть. просто, конечно, в такую жару ничего не хочется. А так вот в жару, если убрать, да кайф. Кайф стопроцентный. Готовили бы, ковырялись, и просто вообще ничего не хочется, когда жарко. Не есть, не готовить, ничего. Ну да. Организм не вывозит. А так все круто. Да, в общем, нормально, ребята. Все нормально. Все, ладно, Братулец ничего не сказал, как обычно. Короче, все, полетели спать. Я вот катаю просто. А, ты играешь, вот он что, он играет, короче. А у меня телефон не работает, и я выкинул его нафиг, и все. Ну, то бишь связи нет. Короче, что он есть, какие-то фотки делал. Фоточки потом в телеграм-канале, ребят. Обязательно. Да, связь бы была, еще можно было тут движуху наводить, но, к сожалению, нет. Все, давайте, ребята, хорош базарить. Будем отбиваться. Самолеты, самолеты.